Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. 13 июля в Московском центре «Россия» состоялся форум Народного фронта «Все для победы». Мероприятие собрало свыше 1200 активистов со всей страны, включая делегацию из Якутии. Подробнее о форуме не только мы сегодня поговорим. У нас в студии Дмитрий Паньков, руководитель Народного фронта в Республике Саха. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Вот были вы в Москве, где форум собрал более 1200 участников. Кто вошел в делегацию от Якутии? В делегацию от Якутии вошли в первую очередь, конечно же, наши волонтеры, члены штаба, которые активно участвуют в первую очередь в поддержке фонда «Все для победы». Напомню, что фонд «Все для победы» — это благотворительный фонд, поддержанный президентом Российской Федерации. На базе Народного фронта он организован. И, как сказал президент в своем выступлении, это самый масштабный благотворительный фактически проект в рамках военного, так сказать, конфликта, да, который помогает армии и фронту. В делегацию также вошли, в принципе, неравнодушные наши граждане-волонтеры, которые оказывают помощь не только там плетением сетей, да, но и спонсорскую помощь непосредственно в денежном эквиваленте, либо же вот передача автомашин. Всего у нас в делегации было 10 человек. В делегацию также вошли коллеги ваши из московского офиса. Молодцы, очень красиво тоже отсняли все, показали, взяли интервью. Ну и, в принципе, также молодежка Народного фронта, она также была в составе делегации. И, конечно же, она выполняла свои задачи на этом форуме. Но прошло все очень классно. Ну вот Владимир Путин же отметил, что Народный фронт, он всегда стоит, так скажем, на острие главных проблем. Вот сейчас с какими вызовами приходится бороться? Вызовов огромное количество, начиная от различных проблем и затыков в национальных проектах, потому что действительно сложная ситуация в экономическом секторе, и перераспределение финансов, оно в какой-то степени ту или иную область она просаживает. И, соответственно, здесь необходимо доводить до конца те проекты, которые уже начаты, национальные проекты. И, конечно же, здесь необходим жесткий контроль, потому что нельзя бросать на полпути то, что уже начато. И, конечно же, мы за этим следим. Но и текущие проблемы населения, бытовые проблемы, они не остаются без внимания. Это элементарные проблемы с ветхим аварийным жильем, да, которые программа переселения, она идет, но она стала тормозиться. Но жизнь-то продолжается, и люди в тех условиях, в которых нельзя жить, остаются, и, соответственно, мы продолжаем эту работу и с надзорными органами по признанию домов аварийными в том числе. Поэтому здесь, конечно же, необходима работа. Плюс наша работа складывается в мониторинге общественного мнения. Мы собираем информацию к докладам президенту. Соответственно, нельзя не сказать об оптимизациях, которые происходят в различных трудовых коллективах, в министерствах. Конечно, это тоже сказывается на уровне жизни населения определенного рода, потому что люди остаются без работы, либо вынуждены менять работу. Ну и в условиях текущей инфляции, определенные проблемы с топливом, конечно, это необходимо давать четкую оперативную информацию. Поэтому эти задачи, они остаются первоочередными, и мы, конечно же, работаем по ним. Ну, вы же еще и работу ведете по гуманитарному направлению. Сейчас там как вообще логистика выстроена? Какие позиции наиболее востребованы? С логистикой, конечно, для нашего региона все непросто. Благо, у нас есть поддержка от Единого координационного центра Республики Саха-Якутия. Мы плотно взаимодействуем с нашими коллегами из Фонда помощи Донбассу. Гуманитарная сама миссия, она ни разу не останавливалась, она, возможно, меняла какую-то свою определенную направленность. Вот если мы раньше больше аккумулировались на
передачи, максимальной передачи спецоборудования, закупки, да, сбор денежных средств. Конечно, сборы маленько подупали, ну, предприятия, так сказать, уже не имеют той доходности, которая, возможно, была ранее. Санкционное давление дает о себе знать. Вот. А мы сейчас саккумулировались на передаче автотранспорта. И здесь как раз-таки действительно логистика довольно-таки сложная, но коллеги помогают, фуры загружаются, автомобили выезжают. Ну и надо сказать о тех волонтерах, которые и на местах, там непосредственно в Ростовской области, уже на приграничье, также передают эти автомашины, и мы их, соответственно, там распределяем, также передаем. Поэтому здесь вот такая автомобильная помощь, можно сказать, идет. Да, ну вот есть еще такое число, что за 4 года Народный фронт передал помощь на 69 миллиардов рублей. Вот в этой общей сумме какой вклад якутское отделение составило? Ну, в якутское отделение у нас составляет порядка 16 миллионов. Это только денежные сборы, да, мы уже не говорим о как раз-таки денежном эквиваленте натурального сбора, так называемого. Грузов вот этих. Да, груз, машины. Конечно, сложно оценить ту помощь, которую передают волонтеры, которые плетут сети, которые шьют одежду. Ну, как ты ее оценишь? Ее невозможно оценить. Это вообще такая от души помощь, которая действительно нужна. И вот недавно боец отправляет нам видео, где он прикрылся антидроновым одеялом, ему его не пробило, то есть оно ему спасло жизнь, осколок прилетел, и он передает нашим волонтерам огромный пламенный привет и слова благодарности, говорит о том, что это спасло ему жизнь. Ну как это оценишь? Ну, это Денежном дорогого эквиваленте? стоит. Это вообще бесценно. Жизнь, Да. она бесценна. В Якутии работают мощные центры помощи. Если мы говорим, да, про антидроновые одеяла и плетение сетей, это боевые шелкопряды «Якутия с тобой». Как взаимодействует Народный фронт вот с этими штабами энтузиастов? Их же так можно назвать, я думаю. Конечно, эти энтузиасты, они потрясающие люди, и поддержка, она идет всевозможная, всемирная, от какой-то финансовой помощи, от помощи, связанная, в принципе, физическая, да, что-то где-то перегрузить, загрузить. Вот молодежка у нас активно тоже этим занимается. И заканчивая обменом опыта. То есть здесь это тоже очень важно. И, например, последний раз нам Министерство чрезвычайных ситуаций передавало автомобили, 5 автомашин, которые мы полностью загрузили гуманитарной помощью в виде масс-сетей, одежды специальной от боевых шелкопрядов. То есть вот такое взаимодействие оно идет. Помимо этого мы устраивали, например, День единых действий с Дальним Востоком, то есть наши волонтерские организации подключались к прямому эфиру, и каждый рассказывал о своей деятельности, об особенностях своего производства. И, конечно, это и есть тот обмен опыта. И самое главное, дать людям понять, что они делают правильное дело, о том, что они не одни, и то, что нужно двигаться только вперед. А вот если говорим про взаимодействие с другими регионами, тут как-то тоже есть своя отдельная координация, да? Конечно, обязательно. Ну, элементарно, те же логистические вопросы, их необходимо решать. И у нас буквально на прошлой неделе стоял вопрос об отправке автомашин из Амурской области, и мы как раз-таки на этом форуме их обсуждали, в том числе, и пришли к решению о том, что да, это будет централизованная федеральная помощь по отправке этих автомобилей. Мы также сейчас включаемся в этот вопрос, и надо не забывать о том, что ну, помимо вот, волонтерской там, деятельности, да, связанной с поддержкой СВО, у нас также координация идет по общим проблемам, да, так сказать, по повестке «Все для России», то есть экологические проблемы какие-то. Ну вот сегодня будем как раз-таки готовить доклад по незаконной отсыпке водоемов и озер, который будет передан в Государственную Думу.
Мгм. Это, наверное, один из планов. А еще что у вас там запланировано? Планов полно. Мы столкнулись с очень актуальной проблемой. Это инфраструктура к участкам, которые выданы для многодетных семей, для участников специальной военной операции. В частности, мы сейчас прорабатываем плотно по дороге на Намцирском тракте города Якутска. Здесь столкнулись с тем, что буквально год назад нас мэрия заверяла, что дорога бесхоз, то есть в принципе ни на чьем балансе не стоит, и ее как будто вообще не существует. На сегодняшний день мы добились того, что ее поставили на баланс. Есть теперь ответственное предприятие, дорога существует, внесена в кадастровый план, и, соответственно, мы добиваемся ее обслуживания. Но вскрылась другая проблема. Дорога используется как подъездной путь к карьеру действующему. При этом, как оказалось, по закону предприниматель, который развивает карьер, он ответственности за подъездные пути не несет. То Но есть, дорогу портит. дорогу портит, конечно, это же большие грузы, это техника, строительная техника фактически, которая многотоннажная, и, конечно же, она так или иначе вредит дорожному полотну. Поэтому здесь, да, здесь необходимо включение именно на законодательном уровне. Мы сейчас прорабатываем с Министерством геологии и природопользования эту историю, и также, конечно, с Министерством дорожного хозяйства, транспорта, точнее, Министерство транспорта. И я думаю, что мы добьемся того, чтобы подъездные пути к карьерам, которые находятся в черте населенных пунктов и где используются дороги общего пользования, чтобы они обслуживались в том числе предпринимателями, которые занимаются добычей. Ну что ж, будем надеяться, что дело завершится успешно. Я уверен, что так и будет. Хорошо. Дмитрий Александрович, спасибо, что нашли для нас время, поделились интересной информацией. Приходите к нам еще. Обязательно приглашайте. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.